друзья, начинаем торжественную церемонию закрытия 9-й республиканской научно-практической конференции «Науки юношей питают». В этом году из-за пандемии конференция проходит в дистанционном формате. И мы рады вас сегодня приветствовать на нашем новом YouTube-канале. Пандемия внесла свои коррективы в обыденной жизни, но с другой стороны открыла для нас новые возможности, методы и формы проведения мероприятий. Всего в этом году поступило около 400 работ из всех уголков нашей республики. Дорогие участники, родители и руководители, вас поздравляет ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия Василий Климович Павлов. Дорогие участники 9-й республиканской научно-практической конференции «Науки юношей питают». Как ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия, соорганизатора конференции, позвольте искренне, от всей души, поздравить вас с началом праздника науки и ваших исследовательских достижений. В миссии Star Trek Звездного пути сказано: идите смело туда, куда еще не ступала нога человека. Наука – это путешествие в неизведанное. Никто не может знать, каким результатом она приведет. Нужна настоящая смелость, чтобы стать ученым-исследователем. Ибо ученый – это человек, который рискует и любит риск, который все время идет вперед в поисках истины, несмотря ни на что. Петр Великий взял на себя огромный риск и преобразовал нашу страну, открыл окно в Европу, превратив сонные задворки континента в величайшую военную и научную державу мира. Многие амбициозные, талантливые юноши Европы мечтали поступить на службу или начать научную карьеру в России. Ярчайший птенец гнезда Петрова, невежественного помора сын, Михаил Ломоносов, словами из оды которого названа настоящая конференция, из далекой холмогорской деревни Мишанинской, достигшей докторской степеней, обучавшейся в знаменитых германских университетах во Фрайбурге, в Марбурге, стал основателем одного из величайших учебных заведений мира – Московского государственного университета. Воля, храбрость, трудолюбие Михаила Васильевича – это пример для подражания всем нам. Храбрость и упорство, неутомимое желание найти истину сделали нашу страну величайшим центром научной мысли в мире, благодаря чему мы победили в Великой Отечественной войне и послали в космос первого землянина. Дорогие юноши, питайтесь науками, исследуйте, дерзайте, покоряйте новые горизонты познаний. Удачи и успехов вам в вашем путешествии к неизведанным знаниям, к новым высотам. С поздравительной речью вас приветствует директор Якутской кадетской школы-интернат Алексей Александрович Корякин. Добрый день, уважаемые участники 9-й республиканской научно-практической конференции «Науки юноши питают». В этот год, год науки и технологий, объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Эта научная конференция собрала свыше 400 работ со всех уголков нашей республики. Отрадно отметить, что с каждым годом количество участников становится все больше и больше, а спектр рассматриваемых тематик, естественно, все шире и более практикоприменим. Выступая перед вами, хотелось бы поблагодарить вас персонально за ваше участие, за ваше старание, за то, что каждый из вас вложил свою душу в работу, и уверен, что в дальнейшем все ваши стремления будут сбываться, и вашими стараниями будет крепнуть и процветать наша Родина и Республика Якутия. Хотелось бы поблагодарить соорганизаторов, которые традиционно у нас оказывают максимальное содействие в проведении нашей конференции. Это Министерство внутренних дел по Республике Саха-Якутия, детский подростковый центр городского округа город Якутск, Малую академию наук Республики Саха-Якутия и многих-многих других. Дорогие участники,
Завершая итоги, независимо от достигнутых результатов, каждый из вас совершил маленькую, но для себя победу. Принял участие в этом большом и значимом республиканском мероприятии. Я желаю вам новых свершений, я желаю здоровья вам, вашим близким и поздравляю вас с участием. Сегодня станут известны итоги конференции, имена победителей, дипломантов и лауреатов. Приступаем к церемонии награждения. Награждение победителей секции исторические науки. Лауреатом секции исторические науки становится Барахов Дмитрий Денисович, ученик 9 класса муниципального бюджетного образовательного учреждения Абакинская средняя общеобразовательная школа имени Кудрина-Абакинского, Алёкминский улус. Лауреаты награждаются сертификатами от соорганизаторов конференции Малой академии наук Республики Саха-Якутия на бесплатное обучение в профильные смены регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Республике Саха-Якутия. Дипломантом первой степени становится Винокуров Николай Александрович, ученик 11 класса Сордоновской средней общеобразовательной школы имени Скрыбыкиной Аймыконский улус. Дипломантом второй степени становится Слепцов Алексей, ученик 8 класса Налимской средней общеобразовательной школы Среднеколымский улус. Дипломантом третьей степени становится Николаев Кончари Арьянович, ученик 9 класса Хатылынской средней школы имени Соловьева Болот-Ботура Чурапчинский улус. Награждение победителей секции педагогические науки. Лауреатом секции педагогические науки становится Жирков Аястан и Никаноров Богдан, учащиеся 6 класса Магаразской средней школы имени Харитонова Горный улус. Лауреаты награждаются сертификатом от соорганизаторов конференции на бесплатное обучение в профильные смены регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха-Якутия Малой академии наук. Дипломантом первой степени становится Семенов Марк, ученик 9 класса Тардигостягской улусной гимназии Горный улус. Дипломантом второй степени становится Соломонов Александр, ученик 6 класса Исидской средней школы Хангаласского улуса. Дипломантом третьей степени становится Колганов Руслан, ученик 10 класса средней школы номер 8 с углубленным изучением технологического профиля Мирнинского улуса.